Альхамдулиллах. Хвала Аллаху, Господу миров. Я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что наш господин Мухаммад – его раб и посланник. О Аллах, благослови и приветствуй миром нашего господина и любимца Мухаммада, его семью и сподвижников. О рабы Аллаха, я завещаю вам и своей грешной душе бояться Всевышнего Аллаха. Бойтесь же Его и повинуйтесь Ему, ведь поистине Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро. Всевышний говорит в Священном Коране: «О верующие, бойтесь Аллаха, как должны Его бояться, и умирайте, только будучи мусульманами». Как мы все знаем, самый лучший человек этой общины после посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, это Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах. Если бы вера всей общины была положена на одну чашу весов, а вера Абу Бакра на другую, то его чаша перевесила бы чашу всей общины. Это из-за его глубокой и искренней веры. Однажды во время его правления произошла сильная засуха и бездождье, отчего земля стала бесплодной, а все живое было на грани смерти. Тогда некоторые люди пришли к Абу Бакру и сказали ему: «О повелитель правоверных, дожди не льются, а земля перестала приносить урожай, а все живое находится на краю гибели. Что же ты собираешься сделать?» Тогда он сказал: «Возвращайтесь в свои дома, ибо я надеюсь, что Всевышний не спошлет на нас свою милость до наступления вечера». Абу Бакр – это великий приближенный раб Всевышнего. Аллах не даст его надежде исчезнуть напрасно. Не наступил вечер, как пришли вести о прибытии каравана Усмана ибн Аффана, да будет доволен им Аллах, в Медину. А караван его состоял из 1000 верблюдов. Усман ибн Аффан был очень состоятельным и богатым человеком. Но, несмотря на это, он оставил ради Всевышнего все мирское и был одним из самых больших аскетов. Пусть некоторые не думают, что аскет – это бедный и малоимущий человек. Нет. Порой бывают бедные люди, которые, будь у них достаток и имущество, использовали бы все свое богатство в прегрешении и ослушании Всевышнего. Точно так же может быть и состоятельный человек, который оставил этот бренный мир и расходует свое имущество для достижения довольства Аллаха. Караван, наполненный маслом, мукой и всеми запасами, прибыл к дому Усмана. И узнав об этом, к его дому направились торговцы. Усман спросил их: «Что вы хотите?» Они сказали: «Ты прекрасно знаешь, что нам надо. Людей постиг трудный период. Они нуждаются в еде и питье. Продай же нам все это». Усман спросил: «А сколько вы мне дадите за это?» Они ответили: «Мы дадим тебе вдвое раз больше, чем ты отдал за них». Тогда он сказал: «Есть тот, кто даст мне больше». В этот момент торговцы удивились и спросили: «В этом городе нет торговцев, кроме нас. Так кто же определил нас к тебе?» Усман сказал: «Всевышний обещал мне в 10 раз больше всего этого. Сможете ли вы дать мне больше?» Они ответили, что не смогут. Тогда Усман сказал: «Я оставлю Всевышнего в свидетели, что все, что находится на этом караване, будет отдано нуждающимся в качестве милостыни». Он вышел на улицу и сам раздал беднякам еду и питье. Вот такую пользу люди получили от Усмана в период тяжелого голода. Почему мы это рассказываем? В прошлом году, когда пандемия унесла жизни многих наших близких и знакомых, глава этой республики пообещал, что обеспечит свой народ едой, всеми лекарствами и необходимостями, дабы защитить его в этот тяжелый период. Такую милостыню дал и продолжает давать этот человек. Пророк, мир ему и благословение от Всевышнего, говорит, что милостыня избавляет человека от бед и защищает его от гнева Всевышнего. Милостыня – это настолько благое и полезное для людей деяние, что оно принимается Всевышним еще до того, как доходит до нуждающегося. Благодаря трепетной заботе и гигантским стараниям нашего главы и его помощникам, наш народ живет в такой безопасности и процветании. Однако Иблис делает все возможное, чтобы посеять вражду между мусульманами. У него есть прислужники из числа людей, которые распускают всякие лживые сплетни про наш народ, желая тем самым внести раздор и расколоть наш сплоченный народ. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал про таких: «Сплетник не войдет в рай». Задумайтесь, братья, хоть сплетник может и выйти из огня ада по причине своей веры, но даже 1 минута, проведенная в нем, не может ни с чем сравниться. В хадисе сказано, что самое минимальное наказание ада заставит кипятиться мозг человека.
пусть Всевышний убережет нас от ада. Мы настоятельно призываем наш народ не распространять и не верить этим сплетням, ибо распространение и подтверждение сплетен – это большой грех. Есть такие люди, которые верят всему, что говорят арабы, считая, что их слова имеют какой-то особый вес и ценность. Если мы возьмем всех авторов арабских словарей, то заметим, что ни один из них не является арабом. Все словари Таджуддин аль-Арус и другие, их авторами являлись персы и представители других наций. Самая достоверная книга в исламе после Корана является сборник Аль-Бухари, автором которого не является араб. На данный момент в мире существует международная организация под названием «Исламское сотрудничество». В эту организацию входит также организация «Академия исламского права». Они устраивают разные исламские конференции. Я сегодня прочитал, что в этом году ими была организована одна из таких конференций, куда было приглашено большое число крупных правоведов. Конференция проходила под названием «Шариатская медицинская конференция». В ней рассматривалось два вопроса. Первый вопрос состоял в следующем. Разрешена ли вакцина с точки зрения шариата по своему составу? В частности, рассматривались компоненты, из которых создана сама вакцина. Все мусульманские ученые в области медицины подтвердили, что вакцина не содержит в себе свиного вещества. Общее решение, вынесенное в этом вопросе, гласит, что в вакцине нет запрещенных препаратов. Эти ученые сказали, что даже если допустить наличие запретных веществ в составе вакцины, то они не представляют никакую опасность, так как по причине смешения с другими веществами они преобразуются и теряют изначальную форму. Если Всевышний разрешил употребление свиньи и мертвечины человеку, находящемуся на грани смерти и не имеющему другую еду, то что можно говорить о вакцине, которая может спасти целые народы от гибели? Второй вопрос заключался в следующем. Обязаны ли мусульмане делать прививки от коронавируса? Все участники пришли к общему мнению, что мусульманину разрешается привиться от вируса. А если правитель какой-то местности обязует своих подчиненных к вакцинации, то они обязаны подчиниться ему. Хоть наш глава и не принуждает свой народ к данному процессу, а лишь советует им, ввиду своей заботы и доброжелательности, но вместе с этим шариат оставляет вопросы такого типа характера на его усмотрение. Если он посчитает вакцинацию нужным для своего народа, то он имеет полное право обязать их к этому. Ученые объясняют, что если это окажется единственным способом для спасения от гибели, то с точки зрения ислама это становится обязательным. Если мы не станем доверяться нашему правительству, муфтияту, ученым, медикам, то кому нам тогда довериться? Всевышний говорит: «О верующие, почему вы говорите то, чего сами не делаете?» Аллах сильно ненавидит, когда вы говорите то, чего сами не делаете. Я лично сделал вакцинацию вчера, и по милости Аллаха жив и здоров. И полностью уверен, что в дальнейшем это положительно скажется на моем здоровье и состоянии. Врачи сказали мне, что минимальный срок наличия антител – это 2 года. И по воле Всевышнего мы будем продолжать служить нашей религии и народу в течение этих 2 лет. У одного выдающегося ученого Аль-Баджури есть книга «Тухфатуль Мурид», написанный как комментарий к одному из трудов по вопросам вероубеждений. Комментируя стих, в котором говорится о подчинении правителю, который звучит так: «Не отклоняйся от его ясного приказа», Аль-Баджури приводит аят из Корана: «О верующие, подчиняйтесь Всевышнему Аллаху, подчиняйтесь посланнику и вашим руководителям». А под руководителями здесь имеются в виду правители и ученые. А раз правитель и ученые советуют провести вакцинацию, то мы обязаны их слушаться. Также он привел хадис, в котором посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Тот, кто подчинится моему амиру, подчинится мне, а тот, кто ослушается моего амира, ослушается меня». Амир – это мусульманский правитель, которому нужно подчиняться. Но если нам будет повелено совершить что-то греховное, хотя такое никогда не исходило от власти, то шариат запрещает нам подчиняться в этом. Пророк, мир ему от Всевышнего, говорит: «Нельзя подчиняться творению в ослушании Творца». В завершении проповеди мы хотели бы прочитать некоторые похвалы наших братьев-арабов в адрес нашего главы. Некоторые из них говорят: «Ты напоминаешь нам историю сподвижников», а другие сравнивают его с Умаром ибн Аль-Хаттабом, да будет доволен им Аллах. А вот что сказала одна арабская женщина: «Если бы Всевышний дал мне выбор, родиться арабкой или чеченкой, то я предпочла бы родиться чеченкой». Все это подтверждение слов шейха Аль-Иласхани.
да будет возвышена его святость, который говорил, что правда распространится с чеченских земель. Недавно проходил всероссийский конкурс в Дагестане, в котором призовые места заняли выходцы из наших школ заучивания священного Корана. В последнее время наши соратники все чаще завоевывают первые места. Это большая гордость для нас. Раньше из всей России участвовало всего 27 участников, один из которых был чеченцем. А сейчас одних чеченцев в конкурсах насчитывается свыше 30. А тем, кто возвысил честь Корана, является служитель Корана, наш уважаемый брат. Да продлит Всевышний его жизнь в установлении порядка и правды. Мы просим нашего главу не реагировать на провокации сплетников. Ведь из истории праведных халифов нам известно, что и Абу Бакр, и Умар, и Али, да будет доволен ими Аллах, также подвергались сплетням, и на их долю тоже выпадало немало бед. Все эти трудности, что выпадают на твои плечи, являются ясным доказательством твоей правдивости и верности твоему пути. Поэтому наш народ должен быть благодарным Всевышнему за такую оказанную милость, ведь неблагодарность – это великий грех. Пусть Всевышний укрепит нас на правильном пути.